мои хорошие, с вами снова я, Оля, и могу сказать, что у меня сейчас подготовка к Новому году в полном разгаре. Вспоминая прошлые года, мне кажется, что так тщательно к Новому году я еще никогда не готовилась. На моем канале вышло несколько видео на новогоднюю тематику, где я делаю вкуснячие DIY вкусняшки, а также где я делаю игрушки своими руками для елки. Так что если вам хочется поднять ваше новогоднее настроение, то обязательно посмотрите эти видео, ссылочки я оставлю внизу под видео. Ну а сегодня я хочу рассказать вам о моем предновогоднем заказе из компании Faberlic, так что кому интересно, то конечно же оставайтесь вместе со мной. Итак, поехали! Заказала я очередную новинку текущего каталога, это вот такая вот тушь. И я немножко удивилась, когда увидела, что эта тушь имеет вот такую вот очень-очень маленькую силиконовую кисточку. С одной стороны, казалось бы, эта кисточка удобная, потому что она маленькая, и ей удобно прокрасить все участки ресниц. Но, с другой стороны, все-таки вот силиконовые кисточки я не очень люблю, потому что лично на моих ресничках они не придают никакого объема, а вот скорее больше оказывают такую удлиняющую функцию. Когда я пользовалась этой тушью первые разы, то мне показалось, что она дает вообще вот очень натуральный эффект. Буквально совсем немножко удлиняет реснички и делает их более такими насыщенными, черными. Но теперь, когда я приноровилась уже к ее использованию, я наношу ее в несколько слоев. И вот только тогда она дает такой вот неплохой эффект на моих ресничках. Она их действительно удлиняет и вот несколько придает объема. Так что, в принципе, как вот такая вот базовая стандартная тушь, то мне она понравилась, но какого-то, конечно, феноменального удлинения или объема от нее не ожидайте. В очередной раз заказала я себе тональный крем, на этот раз вот такой вот тональный крем DD. И что могу про него сказать? Ну, начну, пожалуй, с того, что у меня с ним произошел такой вот некий казус. У меня уже был такой тональный крем, но в оттенке немножко более темном. Я хотела заказать себе не такой крем, я хотела заказать себе CC крем, потому что если сравнивать вот этот DD и CC крем, то CC мне нравится больше, так как он более плотный и у него лучше маскирующие свойства. Но когда я оформляла заказ в каталоге, я непонятно каким образом ошиблась и опять приобрела себе вот такой DD крем. Что могу сказать про него? Этот крем мне тоже понравился, но он подойдет для более непроблемной кожи. Этот крем мне нравится тем, что он не создает на лице, знаете, вот такой эффект маски. Когда окружающие будут смотреть на ваше лицо, они не будут видеть какую-то вот слой штукатурки. Этот крем выглядит очень естественно на коже, и в какой-то даже степени он немножко подстраивается под цвет вашей кожи. Так что им я осталась довольна, но каких-то вот существенных недостатков на коже, конечно же, он не перекроет, так как этот крем все-таки не очень плотный. Так как в этом каталоге было очень мало новинок, то я решила приобретать те продукты, которые я люблю, которыми я уже пользовалась и которые в какой-то вот степени стали моими must-have'ами. Я заказала себе вот такое вот топовое покрытие, быстро высыхающее. Я рекомендую вам попробовать приобрести себе это покрытие, потому что лично для меня оно оказалось просто каким-то чудом. Когда я не пользовалась вот этими вот быстро высыхающими покрытиями, мне приходилось ждать час-полтора, чтобы последний слой лака достаточно просох, на нем не оставалось никаких отпечатков, там, от постели или еще от чего-то, от волос. Но теперь я наношу просто это средство, буквально жду минут 10 максимум, и все, мой лак высох, и уже никаких отпечатков на нем 100% не будет. Заказываю я уже такой второй флакончик, и могу сказать, что просто безумно им довольна. Заказала я себе также продукты для волос, которые именно из косметики Faberlic я могу выделить, и могу сказать, что они мне нравятся больше всего из всей уходовой продукции, которая у них представлена. Это вот такие два средства. Это у нас серия «Глобальная реконструкция для глубокого восстановления волос с маслом омлы».
Заказала я и шампунь, и бальзам, потому что, ну опять-таки, потому что продукты очень и очень достойного качества. У них очень приятный такой нежный травяной аромат. И что мне нравится, во-первых, в шампуне то, что он не сушит волосы. Для меня сейчас это является самым главным, потому что мои кончики волос очень и очень сухие, особенно вот сейчас зимой. Поэтому этот шампунь для меня сейчас является в какой-то степени фаворитом, так как он даже вот немножко их увлажняет. Конечно же, он хорошо очищает волосы, и, конечно же, волосы потом длительное время остаются чистыми. Что касается вот такого вот бальзама, то благодаря этому бальзаму волосы становятся более гладкие, более послушные. Мои волосы очень часто любят, знаете, торчать вот так вот в разные стороны, какие-то выпускать странные антенки. Но благодаря этому бальзаму вот это все сглаживается, и волосы становятся более ухоженными. Также, что для меня огромный плюс, после мытья головы вот этим вот бальзамом, волосы намного более легко расчесываются. Так что могу сказать, что этими продуктами я очень довольна. И опять-таки, если у вас сухие волосы, то я вам рекомендую их попробовать. Это был весь мой заказ из компании Faberlic. Он получился вот таким вот совсем маленьким, но я все равно решила вам его показать. Обязательно напишите мне в комментариях внизу под видео, как вы готовитесь к Новому году, появилось ли у вас уже предпраздничное настроение. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Ну а с вами была Оля, всем хорошего дня, всем хорошего новогоднего настроения и всем пока!